Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сейчас я нахожусь в таком спортивном костюме. Значит, сегодня мы будем заниматься спортом, необычным, а мы испытаем на себе работу велокурьера. Думаю, нет такого человека, который никогда не катался на велосипеде. Это одно из самых доступных транспортных средств уже на протяжении многих десятилетий. Байк-мессенджеры, также известные как велокурьеры, это люди, которые работают в курьерских компаниях, перевозя грузы на велосипеде. Они чаще всего встречаются в деловых районах городских агломераций. Курьерские компании используют байк-мессенджеров, поскольку велосипед – транспортное средство, менее всего подверженное незапланированным задержкам в городских пробках. Таким образом, становится возможным предсказывать время доставки груза. Если затронуть историю, то практически сразу же после начала развития велосипедов с педальным приводом в 60-х годах 19 века люди начали использовать их для перевозки грузов. Возможно, в Якутске велокурьеры не так сильно распространены, как в центральных городах России, но тем не менее они есть, и нельзя не учитывать большое количество велосипедистов. В одном из прошлых выпусков я распаковал городской велосипед на небольших 20-дюймовых колесах, и сегодня на нем попробую себя в роли велокурьера. Конечно, этот сюжет не претендует на раскрытие всех нюансов работы доставки на велосипеде, но тем не менее, думаю, много интересного получится показать. Испытано на себе. И сейчас, друзья, прежде чем, конечно, приступить, как и на любую работу, нужно пройти процесс регистрации. И познакомьтесь, Ольга Амбросимова, директор по персоналу компании Foodboom. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, я пришел к вам, хочу устроиться велокурьером. Что мне для этого нужно? Ну, первым делом нужно это паспорт, СНИЛС, ННН, для того, чтобы мы непосредственно вас оформили в доставку. В дальнейшем скачать приложение, мы выделим вам пин-код, и по этому пин-коду уже сможете спокойненько работать. То есть процесс регистрации проходит курьер, затем скачивает приложение, в котором какая-то рабочая он информация? будет заказы видеть. То есть непосредственно видит заказ, куда везти, когда везти, что именно везти и какой способ оплаты идет. А в целом вообще в основном в вашей службе доставки, например, больше курьеров на автомобилях или на велосипедах? У нас, большая часть это, конечно, автомобили и с личными авто, то есть как наши есть авто и личные. Плюс вело и самокаты, они в меньшей степени, в основном на лето, когда тепло. То есть до +3 они вот у нас развозят. То есть, например, если у меня нет велосипеда или самоката, я могу тоже устроиться, например? Да, мы выдаем. То есть тоже да. есть еще и фирменные? Да, мы предоставляем непосредственно самокаты, велики, либо со своим можно. В нашем случае я приехал на своем велосипеде, как видите, да, уже немножко покраснел. Но как называется приложение, как его скачать? Приложение называется Айка Драйв. Так, приложение скачалось, открываем. Так, разрешаем. При использовании, да? При использовании, геолокация и начать работать. Заказы вы будете в таком формате видеть. То есть там будет указано у вас, куда доставляем, номер телефона нашего клиента, соответственно, на какую сумму и какая форма оплаты, и плюс какой заказ. Когда вы это все принимаете, приезжаете к нашему гостю, передаете данный заказ и нажимаете «Доставить». Все. То есть у вас это сразу с приложения будет завершен. То есть я приезжаю, и вот этот бегунок доставить закрываю после оплаты уже? Да, когда вы полностью с гостем уже попрощались. Все. Ну что, чуть не сказал церемонию, практически, процедуру регистрации я прошел, приложение у меня рабочее есть, и теперь ждем заказ. Испытано на себе. Ну и, конечно, способы оплаты бывают разные. Это наличный и безналичный расчет. Для того, чтобы принимать заказы по безналу, нужно получить терминал. Терминал выдает администратор. Здравствуйте. Так, 7112. Терминал никогда в руках не держал. А как он работает? Так, ну что, терминал, значит, мы включили и... Потом нажимаете на зеленую. Вводите сумму. Такая-то сумма. И опять зеленую. И опять зеленую, и человек должен приложить. Вот сюда. Если что, то можно что-то отменить желтой кнопкой, да?
Да, красный отменить, желтый стереть. Цифру Отвечается от меня. А, все. Ну, ничего сложного. Нужно будет один раз на красный нажать. Когда потухнет... Потому что никакие кнопки реагировать не будут, будет только красный реагировать. чтобы он включился. Все понятно. Спасибо. Этот чек оставляю вам, да? Все, ну а теперь я полноценный курьер. Да, тут есть Тетрис. Вот, играю. Шутка. Так, ждем сейчас заказ, который придет. И затем будем выдвигаться. Сейчас заказ в порядке очереди дошел до нас. И я, кстати, понял, что мне кое-чего не хватает. Вот у меня в руках терминал, и я подумал, что надо было какую-то поясную сумочку. Действительно, вот велокурьеры, кто доставщики на самокатах, они обычно имеют такую небольшую сумку. Но я думаю, это не проблема. Положу его в карман. Так, и вот мой рюкзачок. Здесь заказ, который сейчас предстоит его повезти на велосипеде. Ну-ка. Так, ну, кстати, нормально. Как только я получил заказ, сразу пришло уведомление на приложение. Итак, доставка. Доставка, кстати, кто-то из наших коллег заказал на Орджоникидзе 48. Это здание НВК «Саха». И там все видно, что было заказано. Фирменный острый соус, картошка фри, кока-кола, пицца маргарита, бекон и салями. Это, наверное, тоже пицца. Чизбургер 2 штуки и зип-комплект. Испытано на себе. Так, ну, друзья, я готов. Сейчас будем размещаться на велосипед и делать доставку. Так, ну что, доставка пошла. Значит, сейчас двигаемся по Дежнево. Затем выходим на район университета и там уже недалеко до Орджоникидзе. В целом, я узнал, что для велокурьеров выдают заказ в радиусе 3 километров. 3 километров – это такая так называемая зеленая зона, где эффективно может отработать велосипедист или самокатчик. Вот. Также я общался еще с другим велокурьером, перед съемками, да, и он сообщил, что в целом старается двигаться по дорогам вместе с автомобилями, то есть согласно правил дорожного движения, если нет велодорожки, то можно двигаться по обочине или по тротуару. Вот, ну, соответственно, это гораздо быстрее, гораздо эффективнее получается доставлять заказы. Но он работает не в службе доставки еды, а работает через приложение. Ну, конечно, надо отметить, что преимущество велосипеда, скорее всего, больше во время часа пик. В час пик, я думаю, велосипед дает большие преимущества. Ну и, конечно, не забываем при переходе, пешеходного перехода, при пересечении дорожной части, дороги, всегда спешиваться с велосипедов. Вообще, также хотелось бы отметить, в городе, в нашем, в Якутске, сейчас очень распространены прокатные самокаты. Самокатов это также касается, но, к сожалению, большому, практически никто этого правила не придерживается. Самокатчики летают и не только по пешеходному переходу, но и, соответственно, по тротуарам.
Так, ну, в целом заказ у нас был сделан нашими коллегами, поэтому это позволяет более в таком ознакомительном режиме передвигаться по городу. Конечно, даже учитывая время доставки, в целом норматив для велокурьера для доставки еды составляет 25 минут. Я думаю, мы спокойно впишемся в этот норматив, даже двигаясь по тротуарам и не спеша, разговаривая, рассказывая обо всем вам. В свою очередь выехали уже на улицу Кулаковского. Двигаемся по ней. Здесь в целом такой неплохая дорожка без пересечения выездов из придомовых территорий. Ну и погода сегодня у нас пасмурная. Как видите, еще озеро не до конца растаяло. Река Лена вот-вот должна скоро скрыться, пойти ледоход. И всегда погода, конечно, в это время такая ветреная, пасмурная. Но, как говорится, велокурьер работает и в дождь, и в жару. Ну, в снег вряд ли. Но есть и такие, я думаю, люди, которые могут поработать курьером и велокурьером и зимой. Но в целом нам с погодой повезло. Надеюсь, дождь не пойдет. Сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, пройдена примерно половина пути. Здесь есть преимущество и в том, что вам не нужно тратить деньги на ГСМ. Да, у вас, грубо говоря, есть велосипед, и вы получаете от заказа 150 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, если я ошибаюсь, то на экране напишу. 150 рублей за доставку. Вы работаете на свежем воздухе, зарабатываете деньги и как бы занимаетесь спортом. В общем и целом, если говорить о доставке готовых блюд, то, как я уже отметил, несмотря на то, что рюкзак достаточно большой, объемный, но это не говорит о том, что он тяжелый. Смотрит сам оператор, если заказ объемный, то велокурьер везет его один. Если, допустим, два небольших заказа, там, допустим, пара пиц, пара гамбургеров, то можно загрузить, в принципе, все в один рюкзак на одну поездку. Ну и как видите, друзья, действительно наш стиль передвижения по даже велодорожке, она все равно такая нагруженная в центре города, поэтому все-таки выбирать надо в пользу того, чтобы передвигаться по дорогам автомобильным. Очень много времени уходит на пешеходные переходы, ну и маневрирование между пешеходами. Как видите, на некоторых светофорах нас даже догоняют пешеходы. В целом, вообще надо отметить, что город Якутск — это город светофоров. Очень их большое количество. Но радует вот такая вот велодорожка прямо в центре города на проспекте Ленина. Очень удобно.
Да, вот как я и говорил про погоду, очень ветрено. И следующий светофор. Сколько мы? Мы все красные. Да, еще один светофор на 40 секунд. Друг на двухколесном мотоцикле, ну в смысле, на мотоцикле проехал. Да, действительно, вот если быть велокурьером, если этим конкретно заниматься, то это должна быть такая хорошая физическая подготовка. Вы должны быть готовы к любой погоде. У вас должна быть поясная, какая-то сумка небольшая для того, чтобы там возить терминал для оплаты, ну а также и наличные деньги для сдачи. И должны обладать хорошей реакцией. Также с другой стороны, мы сейчас в наш маршрут доставки входит. Сейчас задний ход хоть сделать. В наш маршрут доставки входит центр города, поэтому, наверное, мы не полностью раскроем все прелести работы велокурьера. Мы могли попасть куда-нибудь и в частный сектор. Так, ну, уже приближаемся к зданию НВК Саха, где нас уже ждет заказчик. Ладно, мы тут работаем, нам можно. Так, ну что, в принципе, хотелось бы вам показать в приложении. Все идет через 2GIS, да? В приложении вот так выглядит заказ. И если нажать на кнопочку, вот, видит, выставляет маршрут сразу. Это, видимо, карта. Сейчас я привяжу велосипед и буду заходить, искать заказчика. Обратите внимание, друзья, какой спортивный коллектив на НВК Саха, Якутия 24. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, более 8 велосипедов. Еще один, еще один. Добрый день. Здравствуйте. Заказ. Так. С вас 1955 рублей. 55 рублей. Так, а как запятую ставить? Запятая. 75 копеек. Нет. 1 миллион. Подождите. Так, как запятую-то поставить? 15 900. Значит, сейчас проверяем. Я просто первый раз, извините. 1955 рублей, 75 копеек. Нажимаем зеленую кнопку. Прикладывайте, пожалуйста. Ставить надо, ставить надо. Так, наверное. А куда? Пожалуйста. Так.
Всем приятного аппетита. До свидания. Так, ну что, пицца доставлена. Сейчас нужно в приложении сделать, отметить, что все доставлено. Так, это делается вот так вот. Чик. Все. И теперь уже в службе доставки знают, что свой заказ я доставил. Вот так, ну а теперь едем обратно за новым заказом. Но в нашем случае это будет, наверное, только одна поездка, один заказ. А в целом, конечно, в течение всего дня велокурьер работает по своему трудовому графику. И, кстати, как мне сказали, Ольга, директор по персоналу, сейчас производится набор. То есть, если в том числе и на летний период вам нужна работа, требуются и курьеры, и повара. В общем, если что, обращайтесь. Неудобно. Ну, вот так обычно велокурьер не выглядит, да? Но выглядит тот человек, который снимает про велокурьера. Сейчас у меня перевес идет немножко вперед. Сумка потому что пустая. Ну, а Петр, сейчас мы его освобождаем, потому что ему нужно ехать по делам дальше. Ну, а я, в свою очередь, сейчас должен вернуть сумку и терминал обратно в службу доставки. Все, Петр, спасибо. Так, ну оказывается, когда едешь без оператора, очень сложно сделать нормальный ракурс. Но, тем не менее, пока еду обратно до службы доставки, можно подвести некий итог. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы я проработал весь день в качестве велокурьера. И в том числе в основной час пик, это ближе к вечеру, основной наплыв заказов. И в целом в пятницу, субботу и воскресенье. Сегодня у нас предпраздничный день, то есть, скорее всего, самая горячая пора сейчас начнется как раз где-то после 4 часов дня. Так, можно подводить основной итог. Значит, что мы выяснили? Велокурьер может работать как на своем велосипеде, так и на велосипеде фирмы. Ну, это все зависит от компании. Во-вторых, средняя оплата за доставку идет 150 рублей. То есть, если, например, вы работаете через какие-то приложения, работаете, допустим, доставляете не только еду, все что угодно, там можно и заехать в магазин, ну, заказы разные бывают, там, купить еду, привезти какие-то вещи, документы от одного человека к другому, то в целом там заработок, наверное, будет за единицу заказа чуть выше. Мне сказали, что около 200 рублей в среднем. Получается так, что здесь нет ограничения по территории, да, вы сами себе хозяин. Но что касается службы доставки, в целях оптимизации для велокурьеров и самокатчиков дается радиус 3 километра. Ну, в целом, можно сказать, это весь центр города. Вот. Ну, нужна хотя бы средняя физическая подготовка, потому что если я еду сейчас по тротуарам, то, скорее всего, для большего количества заказов и для того, чтобы ваша еда не остыла у вас в сумке, вам нужно будет двигаться по проезжей части согласно правилам дорожного движения по обочине.
И это еще сильнее ускорит ваше передвижение по городу. Да, вы помните, что когда мы шли на доставку по тротуару, ехать нереально. Очень много людей. Все время едешь не на полной скорости, спешиваешься, очень много пешеходных переходов. Не особо эффективно это все. Вот. Велосипед, я думаю, должен быть минимум МТБ. Вот, этот с маленькими колесами, он хоть и городской, но, допустим, в условиях нашего частного сектора, дорог, которые там, будет достаточно сложно передвигаться по ямам, лужам. Вот так вот, друзья. Нужно следить не только за собой, но и за другими участниками дорожного движения. Такое есть мнение, что водители не видят велосипедистов, потому что у них мозг настроен на пешеходов. Не знаю, правда это или нет, но лучше не проверять и быть аккуратным. Конечно, нужно знать основы правил дорожного движения, особенно в части передвижения на велосипедном транспорте, соблюдать их, не нарушать, быть очень внимательным.